привет. Сегодня 30-е. 30-е сегодня? Да, сегодня 30 июня, 25 год. Проснулся, не знаю сколько времени, часов 8, наверное. 9 уже. Уже 9. Ну что, опять туманное такое вот утро. Моросил дождичек немножко. Позавтракал. Но сейчас пойду посмотреть. Как это называется у нас? Развилка. Так, развилка, говорят, потому что тут была вторая дорога на Рудник. А одна дорога уходила на Магадан. Вот и развилка и получилась. Да, в запустении, конечно. Но тарелки вон и есть. Не рабочие, наверное. Нет, работает. Работает? Ну, работает. Ну, вот тут. Ой, красота какая. На горы надо смотреть, а не на это. Это Путина. А там-то что? Там вообще ничего. А, Он как бы пока перепрыгал, после дождя хорошего. После дождя ручей под него дамбу насыплю, чтобы сюда вода не затекала. О, колючкой. Все. Да, прикольно. Так, вот ручей течет с горы, впадает как в Хандагу. Ну, там Хандага. Да, ну так прилично. Это вчера дожди были. Да и сегодня ночью моросил дождичек. Легенький. Да, грустно и печально. Все разваливается, все рушится. Вот мы и на берегу Хандаги. Да, красота. Еще в солнечную погоду здесь вообще, наверное, отлично. Пейзажи. Ну вот за этими деревьями поселочек. Вон гора. Ну вот так. Ну вот время 12. Выезжаю. Выхожу с этой, как оно, с развилки. С деревеньки. Все, да, посмотреть-то нечего тут. Там котельня. Водозаборчик у них. Все. Больше нет ничего. Ну-ка, все, я ухожу. Лают тут собаки. Ну, дорожники, пару машин приехало, обслуживают дороги. Пришли, вернее, приехали за это время. Ну, за скольки? Ну, за 3 часа. Во сколько я стал? В 9. Да. Совсем все плохо тут. Ну вот ребята обслуживают этот поселок. Тут 2 семьи или 1 семья уже. Не знаю, ну 2, наверное. Да, тратятся деньги. Давно бы разместили. Расселили бы их куда-то. Не знаю, значит так надо. Вон что, все. Разруха. Разруха. Школа была тут. Медицинский пункт. Обслуживали дорогу. Люди как-то. Все пришло в упадок. Закроет скоро. Не будет. Будет только название развилка. Останется. Да, и прохладненько все равно. Градус, наверное, не знаю сколько, но 13-14 может. Сыро, влажность. Вот. Да. Сейчас на трассу и погнали. Да, Одо. Да, Одо. Километров 40. Ну, часов 5. Если перевалы не крутые, тут еще будет перевальчик. Так. Ладненько. Вот она. Трасса. Мне направо. Ну вот, правильным курсом иду. Магадан прямо. Развилка направо. Вот она. Да. Поехали. Да, тут подъемчик небольшой, пока иду пешочком. Тащу вел. Ну да, машины вот так вот встают рядом с развилкой.
Красивые места, но делать тут нечего. Фух. Ну что, мы на федеральной трассе. Ага, вот там сейчас будет указатель, сколько до куда. Вот, если верить указателю, Магадан 1138. Развилка направо, еще один съезд к ней. 1138 вообще радует. Я думал, что-то больше. Это каким-то кратчайшим путем, наверное. По старому Колымскому тракту. Так, еще где-то дофига. 1600. Да нет, 1300, наверное, где-то. Не знаю, надо будет посчитать. Ладно, едем. Так, а мы едем. Вот тут не успел отъехать. 20 метров проехал. Этнокомплекс ОДО. Представляем уютные палатки, а фрейм-домики. Работает кафе, зона Wi-Fi. Ждем в гости на 607 километре. 607 километр будет. Так, это на 607, а тут 573. Че? 30 километров всего по указателю. Ну ладно, тоже хорошо. У меня всего 3 тушенки осталось. 3 тушенки. Гречки, пакетик. И риса на 1 раз. А, ну и макарошек, да, на 2 раза. Так-то все нормально. Тушенки надо только, баночки. Не знаю, банки 3, наверное. Ехать получается 460 до Уснеры. До Уснеры 460. В Кюбюме, не знаю, там есть люди, нет людей. Вроде как нет, но заправку кто-то обслуживает. Ну и все, и там станции какие-то, метеорологическая, может быть, станция. Там только народ. В общем, что-то надо с провизией делать. Где-то добирать, докупать. И ехать. Да, вот такие виды и пейзажи. Так, не гоним. Мы очень быстро начали. Красотища. Да, пока позволяет ехать без куртки, дождя нет. Облачка висят, но дождя нет, может все сдует. О, целый паровоз едет. Ну, сейчас перед отъездом с Евгением посидели. Яичницу поели с колбаской. Кофейку попили. Поговорили, кто как живет. Хороший, гостеприимный народ. Вот. Все, собрался и поехал. Ну, тут навстречу масса машин. Тоже радует. Ну вот, едешь, никого нет. И тут как назло мост. Тут машина. И тут машина. И я тут. Короче, встретиться больше негде. Туда! Все нормально. Я говорю, встретиться негде больше, втроем. Но на дороге-то места больше нету. Фух, так вот и снимаем потихоньку. То сюда, то сюда. Ну вот, кажется, дождичек начинается. Начинает накрапывать. Да. Ну, конечно, да, после степей здесь красиво. Но в степях тоже красиво.
Горы прям радуют. Вон там взяли на солнышко, чуть солнышко вышло с той стороны. Поярче краски. Вот такая речечка, все течет, вот там мостик. Прям все хорошо, добротно. Вот, здесь правильно, Магадан 430 километров. Вот я проехал 6, 7, 8. По моим 7,5. Ну как раз, там было 1436. Вот. А это Нежданинская, 98 километров направо. Туда идет линия электрическая. Там рудник. Что там добывают? Ну, короче. Поворот направо. А нам прямо на Магадан 1430. Ну, это я 500 проехал. Да. Ну, дорожка более-менее. Вот в эту сторону указатель. Якутск 580. Ну вот 580 я проехал. 580. Ну неплохо. Неплохо. Вот так вот с гор бежит, бежит, бежит. О, небольшой водопадик. И впадает. Что это? Хандыга? Хандыга. В речку. Вот так они вливаются. Ветерок поднялся. Хорошо попутный. Прям вот какой сильный. Сильный ветер. Да, пришлось курточку надеть. Спину дует. Так, нога немножко побаливает. Левая. Колено. В общем, ехать можно пока. Вон, сейчас будем подниматься вон туда, в горку. Вон на горе флаг, палатка. Что-то кто-то стоит. Кто там? Не знаю. Ну так, они там на горке, на такой прям. Так ты не дойдешь. Карабкаться надо или в обход идти. На обрыве. Турбаза, ласточка, гнездо. А, вот как это. Это ласточкино гнездо. 200 метров написано. Ага, где заход к ним? В ласточкино гнездо. Турбаза. Ну ладно, пусть гнездятся. А вот и заезд. Дорога идет, да. Мы туда не поедем. К ласточкам. Да. Ну в такую погоду здесь так тоскливо. Как вчера дождь, вообще грустно. Красиво, но красота это ненадолго, приедается быстро. А вот ниже идет старая дорога. Как раз поворотик. И вот туда, вдаль. Река шумит.
И все, и ветер. Здесь опасный участок. Сход лавин и оползней. Если сойдут, звонить куда-то. Телефончик там есть. Ну а тут подъемчик начинается. Ого-го. Вон там машинка идет. Ладно. А здесь вот гигантская труба через речку. Ну ладно. Ну, вот так вот оползни бывают. Вот сползает куча. Да, все такое вот желтенькое. Ну а здесь вон гигантская труба под дорогой. Прям большая такая. Огромная. Ну а здесь вон техника сразу стоит, да, чтобы расчищать эти завалы. Ну, оползни. Еще дорожка в горку. Сейчас сколько сможем въедем и пойдем. Мне кажется, что это вот снег за речкой около леса. Но камни, снег и пошел лесок. Вот так это смотрится сзади. Да. Тут сетки затянуты сбоку. Так, тут мы. Ну а здесь тоже вон водичка течет. Давай. С гор все стекает. Вот так вот. Все, спустился на землю. Иду. Тащу вел. Да, конечно, выглядит вел так себе. Но Шульц держит. Пока, слава богу. Все хорошо. Ну вот, я так понимаю, это чтобы тормозить в случае неполадок. Площадочка. Вон оттуда я иду. Ну а здесь, похоже, смотровая. О, вот это вот. Ну что-то вообще нет желания подниматься туда. Сюда-то зашел. Тяжеловато, да. Тащить это все. Сам идешь, вел тащишь. В горку. Горы, тайга. Чуть-чуть дождь моросил, опять прошел. Пока поднимался тут. Птички поют хорошо. Ну, еще маленько. Еще подъемчик вот этот. Поднялся я все-таки вот до сюда. До этого. До этой смотровой площадочки. Вот оттуда сюда пришел. По этой дорожке дошел. Ну и вот. Вот так вот. Ветерок тянет, дует, да. Машинки маленькие. Заодно передыхаю, отдохнул. Сейчас еще вон чуть подняться надо. И там куда-то направо, там посмотрим, что дальше. Вот так ветрено, прохладно.
Но свобода. Красота. Так, я молодец. Забрался на этот перевал. Фу. Это 16 километров от развилки. О, предстоит 2,2 километра, 9% спуск. Ага, водитель, включи пониженную передачу. Впереди опасный спуск. Так, и пошел дождь. Плюс ко всему. Пошел дождь. Дождь, дождь, дождь. Ну вот так на перевальчике тут. Вон оттуда я пришел. И туда поедем сейчас. Ну где-то, наверное, пойдем. Не знаю, какой, насколько он крутой. Иногда лучше пройти. Так, предупреждают. Внимание, опасная зона 3000 метров. 7 километров камнепадов. Извилистая дорога. 589 километр. Ну вот. 7 километров камнепадов. Так, давай-ка оденем капюшон. Дождичек пошел. Сейчас насобираем тут. Ну вот, висит все это марево. Все дождь. Так, не гони. Начали спуск. Ну да, вот туман висит. Не туман, а облака. И идет дождь. Тормоза поскрипывают. А там он солнышко. Вдали. Ну, вот так дорожка идет вниз, вниз, вниз. Вдоль реки опять. Да. Все-таки решил еще включиться разок. Думаю, ай-яй-яй-яй, не гони так. Скоростенка прям набирается махом. Да, погодка в Якутии дождливая. Ну, это хорошо, пожаров нет лесных. Угу. Так, ну вот 14 еду на тормозах. Притормаживаем. Да, слева скалы. Справа пропасть. Река течет. Ага. Так. Это у нас 590 километров. 590 км. Камера завалилась немножко, ну-ка поправим ее. Хорошо. Так. Вот так поставим. О, с экраном протрем. Угу. Ну, впечатляет, да. Ха. Пожалуй, крутенько так. А, это черный прижим. Угу. То был желтый, значит, это черный. Ну, здесь можно и привстать. Оп. Вот они. Так. Тормози. Отлично.
Ну, вот так это выглядит. Тут у нас река, вторая. Две реки впадают, соединяются. Оп. Пойдем-ка перелезем. И опасно туда подходить-то. Ну вот. Так, дальше не пойдем. Уху. Отлично. Ну-ка, вот так. Раз. Угу. Так, выбираемся. Ладно, поехали. Пока машин нет. Они тут бывают. После Нежданинского поворота на Нежданинское машин вообще мало. Так. Угу. 18 километров от развилки. Где бы дорожку получше выбрать. Да, потрясывает. Не гони. Ну-ка. Угу. Черный прижим. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, это аккуратней. Да. Да, моросит потихоньку. Петля, петля, петля. Ой, что-то я заехал в грязюку. Надо поверху ехать. Река Нюкунья или Нюкуня. Нюкунья.
Печка Нукунья. Да, вон от старой дороги виден след. Ну, говорят, узковато было прям совсем. Сейчас он широко, хорошо. Что там у нас внизу? Ну, вниз не пойдем. И отсюда все видно. Хорошо. Поехали. Так. С пробуксовочкой. О, бетон, красота. По мостам самый лучший ездить. Всегда ровно. Вот с этой стороны такой вид. Ну, вон машинка, да. Сколько видео смотрел, она все лежит. И лежит. Ну там. Не знаю, что везли. Едем. Дальше. За поворот остался. Повернуть. Ну, солнышко, давай, выходи уже, пора. Затянулась твоя дождливая пора-то. Якутия, порадуй солнцем. Оп. «591». О, тут пару машин. Хотел подъехать, да больно грязно. Неохота. Ну, здесь все в сетке, да, вон. Все затянуто сеточкой. Ну, а здесь вот так вот бывает. Случается и такое. Да, кабину уничтожили. Туда что у нас съезд? Да, вот так. Ну ладно. Прокатились, посмотрели. Едем дальше. А дальше у нас что? Одо. Так, прижимы проехали. Или не проехали еще все. Дорога, конечно, так себе. Сейчас этих 3 маршрутки ехали. Такси гоняет. Один мудак, блин. По-другому не скажешь. Не сбавил скорость.
Не притормозил. В лужу еще специально, похоже, заехал. Короче, обдал меня с ног до головы. Весь я вон. Весь. Потом две нормальных обе притормозили. Все. Короче, в семье не без урода. И в Якутии есть уроды. Вот. Ой, доверяю же им, руль еще. Ну а тут снег лежит на реке. Он в ручеек впадает прям. Да, снег лежит. Ну а мы едем по такой дороге. Ой. Да. Тут народ разный. Не все выбрали свою профессию правильно. Ему надо было идти куда-то в другое место. А здесь прям он лед. Речка и снег, и прям он голубой лед видно. Ну вот так, да, вдоль реки тянется. Едем. Дождик так редко, но капает еще. О, солнышко. Отлично. Солнышко. Это хорошо, даже тень он появилась. 594. Еще 12 километров. Ну вот. Дождь идет, он по луже. Да и так видно. Вот. А солнышко. И там впереди дождище льет. Все залито. Заливает. Ну а здесь по-прежнему скалки. Скалы, скалы. Ну вон нападала. Сошла куча камней, а это большой отвалился. Да, опасненько так ехать-то тут. Ну еще порядком, да, тащится вдоль этих скал. Ну вот, выглянуло солнышко. Прям хорошо. Да, дорога, конечно, прям тут. О, да, она везде тут такая. Вон она. Яма на яме. Ну и вел так себе выглядит. Все. В пыли, в грязи. Да. Фу. Что-то осталось километров 5, наверное. 6 до Ода. Там вон горки красиво. Да, опять поднимаюсь потихоньку. Вот почти вершина. Но здесь вот так вот. Скалы, скалы, скалы. Так, тут я. А там вон, видно, идет дождь. Солнышко. Сквозь тучки вон просматривается. Ну, дождище, да, тучи висят. Река течет. Тут скалы, все. Скалы, говорю, горы. Скалы слева, горы справа. Ну а мы идем вон туда вперед. Еще чуть-чуть, километр 2-3. Опять начал моросить дождичек. Где-то еще километр до Удо, может чуть больше. А тут вот таких 3 горы. 3 брата. Вдоль горы стоят. Ну а там отдельная песня. Да. Как это? Величаво. 1, 2, 3. Ну, поехали. Посмотрим, что там дальше. Да, солнышко было недолго. Чуть-чуть посветило. И вон опять все висит. Все в этих. Ну, там-то где-то оно есть еще. А здесь облачка зашли.
меж гор. Забрался я на вершинку. А вот оно, ОДО. Вот. Вот здесь домики стоят, крыша вон видно. Еще какие-то постройки. Вот эти три брата. Акробата. Река. И место моего назначения. Сейчас зайдем, узнаем, что у них. Как у них. Заглянем. Ну, дождик так, 2 капли капает на небо. Закончился, слава богу. Ну, спуск такой крутой туда. Мы пошли, дойдем. Ну, заехал в УДО с хозяйкой Дарья, поговорил. Говорит, ну давай, можно разместиться. Короче, на выбор вот 3 палатки. Я говорю, ну пойдет одна. Вот вторая палаточка. Разместился в ней. Сейчас покажу, что тут внутри. Ну что, топчанчик такой. На 2 матрас. 2 этих спальника. Шкура он какого-то зверя. Сейчас узнаем какого. Ну все, веревочки висят. Все, притащил он уже одежду, полотенце выдали мне. И туалетную бумагу, рулон целый. Там туалет он на горе, вон на вершине. Там еще какие-то домики для экскурсий. Тут солнечные панели, куча стоит. Электричество есть, Wi-Fi есть. Ну, в общем, все есть. Ребята, вот Антон, Максим, он помогает мне разжечь огонь. Как в пещерах сейчас будет. Огонь, пещера есть. Огонь, сейчас воду скипятят. Помогут мне скипятить, и я пойду в душ. Вот. Ну, можно шашлыки жарить, если мясо есть. Все у них, вон, шашлык. Мангальчик есть, все есть. Ну да, такие условия спартанские. Но погода, вон, смотрите, опять что. Видите, там все льет. Там льет. И я сейчас смотрел прогнозы, до 8 утра будет лить, и там льет. Ну, там мелкий. Вот где красота. Но нам туда не надо. Короче, вот так вот. Ну, неплохо. Сейчас приму душ. Стираться не буду. Я боюсь, не высохнет. Сушить только на улице. А тут моросит все время. Короче, вот такие дела. Да, там кафешка. В кафешке можно перекусить. Чай, кофе. Еще какая-то еда там есть. В общем, с голоду не умрешь. Вот. Но с собой что-то надо будет мне придумать взять. Потому что еды всего 3 банки тушенки осталось. Это на 3 дня, если экономить. А ехать-то дней 6 мне, 7. Фу, ну пока все. Ну все, огонь разгорелся. Сейчас вода закипит. Прям можно погреться и пожариться. Холодно, ветер холодный, да. Ветерок прям тянет. Я весь мокрый. Ну там ужас, он что творится. Тучи. Ну есть люди, он отдыхают. Некоторые. Там стоянка для машин, да, я так понял. Приезжает, встает на ночь-то. Вон оттуда я приехал. Вот она, избушка, где администрация, так сказать, где Дарья. Ну, и я вот иду в сторону душа. Здесь вот у них, ага, вон синие бочки с водой. Вода питьевая. Можно взять. Так, вот веревочки, где можно посушить. Сейчас помоюсь, посушу. Ну а здесь вот душ. Так. Душ, надо вон водичку туда налить. И отсюда будет капать. Ну вот такой простяцкий душ. Ух. Ну так по лесенке забраться, воду налить, и будет тепло и хорошо. Так, тут тоже что-то строят. Будет, расширяются. Но машины подъезжают, да, он на ночь встают. Вот это домики живут, вот ребята приехали. Ну а мне что? Сейчас, что надо будет? Возьму. Вроде все взял. Термобелье взял. Сланцы взял. Все. Так, зашел в сарайку. В сарайке вот тут свой вел. До утра у меня постоит.
подсохнет, просохнет чуть-чуть. Что-нибудь надо взять из еды, может быть, приготовить чайку, кофейку. Возьму, ладно, чаек, кофеек. Это пусть сохнет. Да, погода, конечно, жесть. И завтра дождь. И сегодня дождь еще будет вечером лить. Да. Так, что-то у меня. Оп. Угу. Ну ладно, сейчас вытащу все и... Ну вот, взял еще вещичек. Да решил подняться на горку, там где эти здания стоят. Посмотри, что. Вот 4-я палатка. Вот 5-я палатка. Вон столики. Я так полагаю, тут можно еще и... Ну, это у каждой палатки свой... Этот... Костровище свое. Вот. Ну, такие, да, спартанские условия. Походные. Ну, в жару-то, наверное, нормально. Но комарье. Сейчас комаров нет, но дождь. В общем, беда. Ну, а здесь вот домики прям там несколько, на 6, на 8 человек. Так, вроде мне объяснили. Ага. Вон. Надежда, дом номер 1. С крылышками. Надпись: туалет не в кустах. Туалет есть, правда, он там у них. Вера. Вера, надежда, любовь. Ну вот, 3 домика. Ну да, тут уже тени палатки. Все светится. Вот туалет, пожалуйста. Все закрывается. Вон для обуви полочка. Посидеть место. Вон столик, скамеечки. Тут дискотека. Этнокомплекс ОДО. РЛ. РЛ это Надежда. Ого. Туда не пойду. Туда не пойду. Да, опять начал моросить. Короче, погода радует обилием влаги. Вон что все. Сейчас сюда все это придет. Ну ладно, сейчас главное помыться. Тушенки нет у них. Завтра придется взять там что-то крылышки. Что там еще есть у них? Выпечку. Утром-то поем, на вечер мне хватит. Ну и останется у меня 3 тушенки на 6 дней. Я так посчитал, где-то 6 дней мне ехать. Может быть 7 до Уснеры. Несмотря какие. Ну, говорит, сейчас тут 50 километров подъемов будет тяжелых. Потом, говорит, дальше попроще. Завтра бы доехать до там метеорологическая станция. До метеорологов добраться. Будет хорошо. Ну а потом Кубиме, там тоже поселок нежилой, тоже никого нету. Ни еды, ни питья. Ой, беда, короче. Ладно, будем по мере продвижения по дистанции принимать решения. Так, он уже закипает. Закипает, это хорошо. Ну, не закипает, дымится, по крайней мере. Что тоже неплохо. Вот, здесь тепло, прям отлично. Вода для душа. Ну, прям ливень полил. Японский. Так, все, закрываем. Ну что, здесь вот так вот идешь. Дровишки,
берешь топорик и потихонечку это все рубишь. Вон еще чурбачок есть, но это попозже. Пока он хватает. Ну так вот, блядь. Как его надо держать будет? Наверное, так. Другого нет варианта. Скипятил, блядь. Короче, ячейки большие. Проваливается. Сейчас пламя разгорится потихонечку. Добавим. Пойду еще водички наберу. Вот она. Бочечка с водой. Угу. Оп, ну мне кружечки хватит. Больше не надо. Все, в душ сходил, помылся. Горячей воды залили, потом холодная ведерко. 1 к 1 получилось тепленькое, нормально. Носочки заодно постирал. Остальное потому что не высохнет, думаю, не буду. Ну и футболочку тоже простернул. Пойдет. Вот, сейчас думаю, что-нибудь перекушу. Не, чайку сначала попью. Чай или кофе. Сейчас попью, потом пойду в кафешку. Ну, цены, конечно, сказочные, да. Цена так кусается. Но поесть надо будет, потому что тушенку надо беречь. Да. Сегодня завтрак, ужин и завтрак будут у меня в кафе. На ужин планирую еду из кафе. Ну, а уже потом завтрак придется готовить самому что-то тушенку там. Лопать. О, разгорается. Отлично. То давай побольше сразу скипятим, чтобы 2 раза не бегать. Вон курочка сохнет. Ну что еще здесь показать? Все. Тучи вон все, дождь там все льет и льет. Здесь пока мылся, шел в душ, шел дождик, выхожу из душа. Нету. Ну 20 литров мне на душ пригодилось. Хватило. Ну все, наверное, тут ничего не надо. Сейчас надо только сообразить, что поесть. Пойду у них, наверное, куплю какую-нибудь китайскую еду и съем. Ну и чай свой. Хорошо, там чай, кофе. Ну, ребята, Максим и Антон, они студенты на отделении туризма. Короче, будут развивать туризм у нас. Ну, говорит, вот на Ленские столбы и сюда. Они решили сюда поехать. Ну и правильно. Так, у меня тут кипит. Это я пойду уберу. Перчатки пригодятся. Вот, вечером будет весело, тут красиво. Сверкать. Иллюминация. Так, одежду сюда. Не знаю, как ночью будет. Тепло, холодно. Посмотрим. Так, ну что? Сейчас чайку заварю. Я здесь, наверное, лапшичку. Пойду, дойду до кафешки. Посмотрим, что там. Нет, давай еще дров подрубим. Подрубим дров немножко. И оп. И посмотрим, что там у нас. Ой, на что нам хватит. Так. Так. Легким движением. Да, чтобы потом 2 раза не рубить сразу. Но сразу разрубим. Пойдет. Так, закипает, кстати. Водичка. Закипает. Прям хорошо.
Ну, сыро, блин, сыро. Да, что деваться куда? Некуда. Пока дождя нет, можно вытащить. Тоже повесить, пусть просушивается. Сейчас подойдут. Отлично. Мучное, оладьи, хлеб. Блинчики. Супы. Есть, значит, с фрикадельками, шурпа, борщ. Так, плов 450. Голень куриная 200 рублей штука. Тефтель, колбасы, фрикадельки. Гарниры. Рис 120, гречка 120. Макарон 120, морковки 120. Все, отлично. Короче, пробник у меня. Чай. Взял 2 яйца, яйцо 50 рублей. Настольник, короче, 2 штуки. Взял какую-то китайскую лапшу. Сейчас заварю, съем, посмотрю, насколько она сытна. Брать ее с собой завтра. Или не брать. Не, ну брать в любом случае. Как бы, ну чем открываем? Топором открываем. Больше нечем. Вскрываем топориком все это хозяйство. Да. Ну, моросит, опять моросит дождь. Дождь, короче, достал. Это для мусора. Вот она, какая лапшичка. Ну, что здесь? Ничего не меняется. Лапша все та же. О, вилка есть. Пойдет. Блин, такая коробка. Брикетик вот он всего. Малыш. Брикет. Малыш. Даже мне в чай что-то попало. Какие-то кусочки. Так. Ну, вилка, понятно. О, защелкнулся. Блин, тугая. Так, вот это 250 стоит. Это просто жесть. Это 2 на 1, это мне что их... Блин, они объемные, главное, куда их класть? Они занимают кучу места. Объемы большие. Ну, давай уже вылази. Короче, процесс приготовления в самом разгаре. Где еще пожрешь китайскую лапшу? В походе. Так, у меня тут дровишки развалились. Ну что, заливаем? Кипяточком. Давай. Кипяточек не кипяточек, а залить надо. Чуть-чуть не хватило до нужных размеров. Да, сейчас пойду за водой, пока это еще тут мокнет. Надо все в палатку уносить. Так. Ну, все. Здесь пусть все догорает потихонечку. На улице моросит. Слышите? Вот такой мелкий, но моросящий дождь. Короче, одежду занес. Тут он сушится. Здесь вот внутри повесил. Ну, сам оделся. Термобелье, да вот эти свои куртяшки. Ну, здесь у меня притащил все, что надо. Ничего не надо. Витаминки. От комаров, но сегодня комаров не будет. Ну, не должно быть, по крайней мере. Вот. Че, ем доширак этот. Китайскую какую-то лапшу. Не знаю. Пока пойдет. Можно есть. Ну что, думаю, завтра закупить ее. 2 на день. Ну, допустим, у меня на 3 дня. 1, 2, 3 есть еда.
3 тушенки. Утром можно вот эту лапшу. Это надо 3 брать. И там еще 3 дня ехать. Ну пусть 2 дня ехать. Это еще 4. 7 лапшей. Ну, одной лапши много не выйдешь. Не проедешь. Ну, хоть что-то будет. Да. Что-то с едой я не рассчитал. А кто знал, что в развилке нежилое? Там ребята работают, у них там запасов нет. Они приехали, отработали, уехали. Посменно. Здесь ничего нет, у них готовы там голень, окорочка, пицца, сосиска в тесте. Ну, вот такая вот. Плов сегодня вот. Может, ужинать пойду. Сейчас поем и пойду еще раз к ним. Тоже работаем, говорит, до 9, до 10 мы работаем. Я говорю, ну сейчас я перекушу, голод удалю, приду к вам ужинать. Что еще? Все. А, ну супчик там у них домашний, правда, остался. В меню-то там несколько у них. Ну, народ, да, он проезжает. Сейчас еще семья была. Заходила. Но не только покушать. Ночевать тут. Там домик один занят. Здесь охранник. Борис Семенович. Ну, с Северов. Поговорили. Я говорю, что там делаешь? Он говорит, да охранником тоже, говорит, охраняем. Охота, рыбалка. Свободное время. Летом медведи. Зимой там бараны, кого-нибудь там ловят. Стреляют. Так, поговорили. Как они там с медведями справляются. В общем, страшный зверь. Ну, лапша и лапша. Пойдет. Другой все равно не будет. А вот чаек вкусный, да. Ладненько. Сейчас доем. Витаминки съем. И пойду ужинать. Сходил в кафешку, вот в эту. Взял гречку с тефтелями. 5 тефтельки. И гречка с подливой. Ну все. Вышел. Сейчас кипячу водичку. Попью чайку. С цикорием. Чай цикорий. С шиповником. Вот так вот. И спать. Да. Примерно так вот. Сейчас скипятится. Зальем. Ну, пока Wi-Fi. Нет сыра все. А вот на чем-то надо посидеть. Ну вот. Пришло время вечернего чая. О, после дождичка будем пить чай. Хорошо.
Мгм. Ну, черный дым, сосна, смола горит, поэтому черный. Ну вот, зажглись гирляндочки. А у нас нет. У нас просто маячонка сушится. Вот. Сейчас чай попью и в баньке буду разбираться и спать. Завтра как минимум 50. Там будут дорожники. Ну, если они дальше не уехали. Вот. Где-то полтинник надо проезжать. Может больше, может меньше. Посмотрим. Ну и все. Потом Кюбиме. До Кюбиме 120 или 140. Ну а пока балдеем. Купил в дорогу дошираков 6 штук. Ну, этих круглых. Вот. Объемные. Блин, ну думаю, мне как раз. Раз доширак, раз. Тушенку. Ну, тушенки 3, а дошираков 6. Ну, как-нибудь дотянем. О, полный рост. Ну, дым черный с этой сосной. Беда прям. Ну, вот так вот хорошо. Все, дождик закончился. Но вот опять, вон, облачко заползает между гор. И сейчас оно сюда придет. Так и надует. Опять будет дождь. Не дает мне высушить маечку. Ну все, чай попил. Наверное, я буду спать. Время позднее. Все тут у меня догорает. Все. Костерком пахнет. Хорошо. Все, раскидаем чуть-чуть. Все, пусть лежит до утра. Утром завтрак. Может быть, опять согрею. Что-то. О, все, пошли спать. В палатку. В спальник. Ну, говорит, 25 зимний, или 20, или 25 мороза выдерживает. Минус. Вот эти спальнички. Вот мы сейчас их и проверим. Ляжем спать. Так, давай маечку тебя заберем. Тут ты точно не намокнешь. Ну да. Все, забираемся и спать. Ну все, забрался в палатку. Белье так и висит. Там продукты сложил. Сапоги здесь. Аппаратура сейчас заряжается. Ну, сейчас я сниму и будем заряжать. Да. Ну чё, в один залез спальник. Оп, вторым он укрылся на всех. Ну они, да, толстые, не знаю, сколько тут, насколько они выдерживают температуру. Ну, главное шапка. Ну, в палатку так продувает, там вот, вон щели, там щели. Здесь-то нет с этих сторон. Она входит и да. Там на веревочках. Но завтра с утра не забуду, покажу. Завязал. Слышно, как речка шумит. Но речка шумит. Ну а я спать. Да. Пора уже, наверное. Завтра рано вставать. Будем дрыхнуть. Ну, вроде все. Спокойной ночи.